К началу учебного года СЭС Абхазии разработала предписание для школ. Врачи рассчитывают, что соблюдение этих рекомендаций должно помочь избежать появления и распространения коронавируса в школах республики. Одно из основных предписаний – разгрузка школ и снижение количества учащихся в классах до 18-20 человек. Сегодня в некоторых столичных школах количество детей значительно превышено. Как отметила начальник управления образования администрации города Сухум Астан Татаркил, около 20% от общего числа школьников не являются жителями столицы. По ее мнению, один из путей выхода – учеба в 2 смены. При этом Астан Татаркил добавила, что некоторые столичные школы и раньше работали по сменам. Родители прямо настойчиво говорят, что мы не против школы. И говорят, что мы с удовольствием, мы знаем, что образование одинаковое по республике. Исходя из этого, если мы создадим им материально-техническую базу, я думаю, что мы можем разгрузить свои школы. По мнению министра просвещения и языковой политики, школы необходимо разгрузить, отправив часть детей обучаться по месту жительства. Инал Габли отметил, что, несмотря на все сложности, первостепенным является здоровье учащихся. Хсменок ахамцозер. Усоми шиласказ. Хсменок гифима захауи алафахуата ход. Усами алафаху зипшава зимшауи сайсес дрзамуи аззараду. Уяка. Айбет биамвя ишис хажепш. Район сбхедза бартиювя проценти фюмо. Район он биауа хучка дарыруин курахи штра. А ты пахё убрах рдбара. На совещании присутствовали директора 1, 2, 3, 4 и 10 столичных школ. Каждый озвучил причины большой наполняемости класса в их учебных заведениях. К примеру, 2 и 3 школы обслуживают большие районы. У нас 4 класса, на данный момент 37 максимум. И самое меньшее 25-26. Зачисление детей в 1 класс у нас такова, что родители хотят попасть именно... Первый фактор во 2 школу, второе именно конкретному педагогу. Очень много детей, которые родители носители абхазского языка, а дети не могут говорить на абхазском языке. На вопрос Инала Габли, если министерство издаст распоряжение о том, чтобы не принимать в русскую школу детей из абхазских семей, Ирина Паверскер ответила. Это поможет, очень поможет. И второй вопрос, но тогда мы загрузим те абхазские школы, которые и так загружены, они находятся в центре города. Давайте пойдем один из родителей, если не абхазской национальности. Тогда да, смешанные семьи. Далее место жительства. Когда мы озвучиваем, что мы будем принимать только братьев и сестер тех детей, которые из одной семьи учатся у нас в школе, и по месту жительства. Справки принесут все. Абсолютно. Я в этом уверена. На совещании обсудили еще одно предписание СЭС. В частности, эпидемиологи настоятельно рекомендуют установить возрастной ценз для учителей до 65 лет. По словам Инала Габли, если заменить опытного учителя нет возможности, тогда он должен пользоваться всеми защитными средствами. Также СЭС рекомендует на всех входах в школу проверять температуру и дезинфицировать руки. Подводя итоги встречи, министр просвещения и языковой политики обратился к родителям, которые приезжают в Сухум из других районов, с просьбой перевести школьников на учебу по месту жительства, чтобы не переполнять классы и не подвергать неоправданному риску своих детей. Эсма Голанзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.